В эфире интеллектуально-познавательный телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня в креслах игроков студенты Чеченского госуниверситета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Ахмадова Аминат и Зубайраева Амина. Маршалши. Вы обе обучаетесь на факультете иностранных языков, и я бы хотел сперва спросить, Амина, вас, на каком иностранном языке вы говорите лучше всего? У меня получается профиль англо-арабский, и лучше всего, конечно же, я говорю на английском, потому что я учу английский долгое время, и вообще английский его учить легче, а вот арабский мы, получается, только-только начали учить у нас в университете, именно моя группа, и арабский он только вот так в развитии у меня получается, и только-только я начинаю на нем что-либо понимать. И для меня, мне, конечно, больше нравится английский, и английский для меня это как глоток воздуха больше, чем арабский. Мне он, скажем так, интереснее, а арабский это выбрала просто для себя, как некое хобби. Вот. Аминат, на каком языке вы говорите лучше всего? Как и Амина, лучше говорю я на английском, поскольку изучением английского я занималась еще, скорее всего, с детского сада, когда нам как дополнительные вели там. Но я бы хотела очень хорошо говорить и на немецком, который является вторым языком, который я изучаю, но поскольку мы изучение начали только со второго курса, к сожалению, я говорю не так хорошо на нем. Амин, какую страну вы хотели бы посетить, чтобы практиковать свой язык? Я бы, во-первых, я хотела посетить, наверное, Великобританию, потому что там появился, получается, английский язык и все такое. Но мне больше роднее, скажем так, Америка, американский акцент, потому что мне больше нравится. И хотелось бы и Америку. Вообще хочется все страны посетить, на самом деле, для разнообразия. Но практика лучше пошла бы как в Великобритании, так и в Америке, мне кажется. Хорошо. Что-то из этого. Аминат, какой способ изучения языка вы считаете наиболее эффективным? Я думаю, это уже является фактом, то, что наиболее эффективным способом является именно общение с носителями, поскольку они не занимаются переводом для тебя, а тебе нужно уже подстраиваться под них, стараться понимать и после уже и разговаривать с ними. Но, думаю, еще хорошим способом является именно чтение книг. К примеру, у нас на факультете есть такой отдельный, лекция, есть именно чтение, поскольку это помогает нам изучение слов и улучшает наш словарный запас. Отлично. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50. Еще одну подсказку. Право на ошибку. Да. И первый вопрос звучит так. Скольких поколений предков должен знать чеченец? 5, 7, 10, 12. Давай ответить. На самом деле надо знать 7 поколений, потому что это важно для нас. Каждый чеченец должен знать 7 поколений. И, как говорится, все такое. Всегда, упоминается орг, да. И поэтому правильный ответ – это B. 7. 7. Каждый чеченец должен знать именно семьи предков и название ТЭП. Абсолютно верный ответ. Институт родства нашего народа – это феномен, на котором построены правила жизни, даты, которые помогли ему выжить в годы лихолетия. Второй вопрос. На какой графической основе была письменность чеченцев в 16-18 века? Арабской, кириллической, латинской, греческой? Вообще, самый последний вариант – это кириллической. Сейчас у нас идет так. Были моменты, когда было на арабском, и были моменты вроде на латинском. Откуда взялся «Д», да? Только задаете вопросы. Мне кажется, арабский, потому что все века, мне кажется, был арабский, я так думаю. Это, по-моему, было время, когда вот у нас в Чечне зарождалась исламская культура, вроде бы. Я считаю, ответ А. Аминат, вы согласны? Я думала между А и Б. Не, Б это только сейчас войдет. Ответ А.
Чеченская письменность используется для записи чеченского языка. За время своего существования функционировала на разных графических основах и неоднократно реформировалась. А в настоящее время чеченская письменность функционирует на кириллице, как вы говорили, Амина, и в XVI веке в регион вместе с исламом проник арабский язык. Ограниченно с 1862 года существовала чеченская письменность на кириллице, созданная Усларом, но не получившая большого распространения. Абсолютно верный ответ. И в 1925 году была введена письменность на латинской основе, а в 1937 году ее сменила кириллица, действующая по настоящее время. Третий вопрос. Что служил символом почета для зодчего? Надлежачная цепь, кирпич, молоток, камень, цурку. Я думаю, молоток, я не знаю. Хотя, нет. Зодчий — это, по-моему, человек, который строил башни и все такое. Верно. И тогда это либо кирпич, либо молоток. Но там было такое, то, что когда строили эту башню, он на крышу клал последний вот этот кирпичик, скажем так. И, скорее всего, мне кажется, это был кирпич. А разве раньше использовались кирпичи при А строительстве? нет, тогда были эти камни. Камень, цурку. Я не знаю, я не уверена. Я буду тебя слушать, мне нормально уже. Даже если неправильно, все норм. Ты уже устала, да? Да. Для подсказок еще рано. Кирпичей тогда не было. А вообще мне не нравится. Молоток? Давайте Д. Будешь Д? Я буду, да. Давайте Д. Д. Роль мастера, который возглавлял группу строителей башни, была почетной. В конце работы мастер должен был выполнить весьма сложную задачу, рискуя жизнью установить камень цуркон, венчавший крышу сооружения. В случае успеха заказчик давал мастеру целого быка. Немало кто брался за такую работу, и это служило символом почета для зодчего. Абсолютно верный ответ. Четвертый вопрос. Чем клялись в старину? Очагом, водой, звездами, мечом. Очагом. Потому что это считалось раньше, когда строили, здание, это считалось самым лучшим местом, самым священным местом. И если кто-то совершал кражу рядом с очагом, то их очень строго доказывали. Вообще очаг считался очень святым в те времена. Очаг и надлежачная цепь для чеченцев были в старину священными. Очагом клялись, прикоснувшись к надлежачной цепи, кровник должен был быть помилован. Абсолютно верный ответ. Пятый вопрос. Что символизирует сторожевая башня на гербе нашей республики? Историческое наследие чеченского народа, благородство и мужество, крепость духа, память о предках. Мне кажется, это, скорее всего, историческое наследие чеченского народа, поскольку благородство, мужество и крепость духа, их символизировали орнаменты, изображенный на гербе. Это, скорее всего, либо историческое наследие, либо память о предках. Но больше я склоняюсь именно к первому, поскольку это характеризует именно прошлое, полностью все прошлое нашего народа. Я согласна. Ответ А. В основу композиции герба легло образное стилизованное решение, соответствующее национальному менталитету и месту чеченского народа в современном мире. Сторожевая башня на гербе – символ исторического наследия чеченского народа. Абсолютно верный ответ. Далее. В какой форме была возведена крепость Грозная? Квадрата, правильного пятиугольника, правильного шестиугольника, треугольника. Я уверена, что ответ это С. Правильного шестиугольника. Потому что они со всех сторон, получается, были расположены так же собраны. Ну, ответом С, я думаю. Как это сказать-то? А можно просто ответ С, и все? Пожалуйста. Ответ С. Крепость Грозная – административный и стратегический центр левого фланга Кавказской линии в долине реки Сунжа, основана в 1818 году. Крепость представляла собой правильный шестиугольник. Абсолютно верный ответ, окруженный глубоким рвом шириной 20 метров. Каждый угол шестиугольника являлся бастионом, на котором стояли две пушки. Вот бастион, я не могла вспомнить.
Седьмой вопрос. Кто из античных историков упоминал о предках чеченцев? Аристотель, Фукидид, Геродот, Ксенофонт. I have no idea. Скажу честно, я Фукидида я вообще не помню. Мы изучали историю на первом курсе, ну, в школьные времена, но Фукидида я не помню. Насчет Ксенофонта я вообще не уверена. Ну, что скажешь? Давайте 50 на 50. 50 на 50. Damn, bro. Уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается С и Д. С и Д? Да? С. С. Геродот. Кавказ — это очень древний топоним. В письменных источниках он упоминается еще в сочинениях Эсхила и Геродота. Он же рассказывает о вторжении кочевников на Северном Кавказе и о борьбе народов, в том числе предков чеченцев, против захватчиков. Восьмой вопрос. Кто является автором романа «Тавсултан покидает горы»? Магомед Сулаев, Саид Бадуев, Адис Кусаев, Арби Мамакаев. У нас есть право на ошибку? Да. Тогда я убираю Д. Ответ Д и право на ошибку. Аминат, вы согласны с этим? Да, потому что у меня даже понятия нет. У меня и выбор. В 1966 году Магомед Сулаев издает роман «Тавсултан покидает горы», посвященный теме становления новой морали в горской семье. Это неверный ответ у вас, но благодаря подсказке вы идете дальше. Данный роман повествует о судьбах не только отдельных людей, а всего чеченского народа на протяжении более 2 десятилетий. Девятый вопрос. Какая кинокартина стала дебютной для Дагуна Амаева? «Костры на башнях», «Обрыв», «Земля отцов», «Когда рушится мир». Я чувствую. Что это последний вопрос? Вы пытаетесь в моих глазах найти ответ? Я сам не знаю, честно. Я забыл, клянусь. Ты смотрел? Нет? Нет. Я не смотрю фильмы. Не так много. Я знаю то, что «Обрыв» и «Земля отцов» — это точно не первые фильмы, в которых он снимался. И поскольку я больше склоняюсь, когда рушится мир, пусть будет «Костры на башнях», учитывая нашу удачу сегодня. Амина, Как у нас согласна? утро прошло. В 1969 году Дагун Амаев сыграл первую роль в фильме «Костры на башнях». В дальнейшем сыграл в кино еще более 40 ролей, из них 35 главных. Это верный ответ. 10-й вопрос, как вы думаете, про что он будет? Ну, про Чечню по-любому. Это логично. Да. То есть все вопросы про Чечню Ну вот, или чеченцев. да. Давайте просто. И 10-й вопрос звучит так. Для чего предназначались подвески мужского пояса? Для эстетики, крепления необходимого инвентаря, обеспечения безопасности, определения статуса. Мне кажется, да. Это В или Д, потому что на пояса часто еще креплялись садники, куда мужчины в основном клали именно сало для того, чтобы смазывать им оружие. Вот. Вы что думаете? Я согласна с ним. Ответ Б. У пояса по 3 кожаные подвески ремня с каждой стороны, на которые можно что-то прикрепить. Это абсолютно верный ответ. А каждая подвеска, она независима и не мешает при ходьбе или при верховой езде. А в наше время уже отпала необходимость в пороховницах и масленках, поэтому свисающие мешки просто украшают серебряными накладками с узором. Я вас поздравляю, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от нашей телерадиокомпании. Красавец. Ну, нам очень понравилось, было очень круто. Это был хороший experience, опыт для нас. Я считаю, что круто посещать такие игры. Нам очень понравилось. Ну, честно, мы очень волновались. У нас в чате просто такие, то хотим, то не хотим, то потом ничего страшного, хотя бы просто попробуем, посмотрим, что да как.
Но было очень интересно, правда. Амина, Аминат, я рад, что вы приняли приглашение, пришли. Я говорю, что вы выиграли. Это была интересная игра. Дал Атубел, дал я Бертюэль. Весело. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Аликюэль Маршуэль.